Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина на пороге. Давайте посмотрим, с кем вы скоро познакомитесь, кто скоро попытается войти в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, на самое ближайшее время. Ну и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой интересный персонаж. Сразу хочу сказать, что мужчина при деньгах. Вот прям при деньгах. У него гриб в руках, у него благородная одежда, и еще у него тяжелые такие, знаете, набитые битком карманы. То ли он сам по себе такой богатенький человек, то ли именно в момент, когда вы с ним познакомитесь, у него в руках действительно будут деньги, да, большие деньги, например, что-то продал, да, либо, не знаю, там накопил, может, наследство получил. Но вот явно он при деньгах будет. И еще что я вижу, что мужчина в момент вот знакомства с вами деньгами очень, ну не то чтобы хвастается, нет, не хвастается, он скорее всего сорит деньгами, да, то есть какие-то вот дорогие покупки, дорогие кафе, дорогие рестораны, вот прям на показ, да, это не хвастовство, но это как бы на показ идет мне, вот как-то так показали. Что вам на самом деле не очень понравится? Вы скажете: о, какой-то золотой мальчик, либо транжира, либо строит тут из себя богача, как-то вам это не очень понравится. То есть, скорее всего, вы женщина, которая знает цену деньгам, вы понимаете, что настоящие богатые люди никогда не будут вот так ими сорить, да, своими деньгами. И также, возможно, у кого-то еще отыграется, что вы вот эти его широкие жесты будете действительно воспринимать как какое-то хвастовство, либо повышение своей собственной стоимости. Вот, как-то вам это не понравится. Хотя сам по себе этот человек очень и очень хороший. То есть у этого человека, вот есть такое выражение, золотое сердце. Да? Он добрый человек, он открытый человек. В этом человеке нет притворства, у этого человека нет вот желания там самоутверждаться за счет других людей, вот хвастаться, нет такого желания. Просто да, он щедрый, и он сорит этими деньгами, а вы это воспринимаете, ну, вы не знаете этого человека, да, вы только лишь познакомитесь, и вы воспринимаете, что он вот такой транжира, да, хвостун транжира. Это прям, знаете, первое ваше впечатление, и вы такая фу-фу-фу, ой, нет-нет-нет, да, что-то не мое. И у кого-то отыграется, что на этом моменте вы прям решаете, да, что это знакомство я аннулирую, и больше с этим человеком я не желаю ни встречаться, ни общаться, ни что-то общее иметь. Хотя это как бы неправильно, да, человек хороший. Вам тут прям и совет, да, не суди с первой встречи, не суди человека по первому дню. Дай ему возможность хоть немного себя настоящего проявить. Потому что первое мнение, оно очень часто бывает ложным, обманчивым бывает мнение, да. И еще, прежде чем принимать решение, может быть, вам следует с кем-то пообщаться, навести справки, да, что-то узнать про этого человека. Возможно, вам что-то интересное откроется, из-за чего вы действительно смените свое отношение, смените гнев на милость. Да? Вот. Человек мне идет на самом деле рыбкой. Видите, вот она рыбка. Скорее всего, по знаку зодиака он рыбка, ну, либо какой-то водный знак зодиака, но больше похоже на рыбку. Рыбки, они очень романтичные, они очень такие фантазеры, эмоциональные. Вот рыбки действительно умеют любить, да, вот окружить там нежностью, заботой. У них там язык подвешен, да, умеют ухаживать, комплиментить умеют. Кстати, рыбка еще может говорить не о знаке зодиака над его головой, а говорить о
его чувствах, которые он испытает, увидя вас. То есть, ну, сразу понравитесь, да, можно сказать, что влюбится в вас, залипнет на вас. Вы тоже это можете увидеть, и это тоже может стать вот таким, знаете, немножечко, ну, не то чтобы неприятным, но нежелательным моментом, да, вы скажете, о, еще и влюбчивый, да, наверное, ни одной юбки не пропускает. А я вам открою тайну, он не влюбчивый, он просто как изголодавшийся человек. Он давно никого не любил, у него давно не было романтических отношений. Вообще не идет, что он прямо вкалывал где-то, вот работал с утра до ночи, там, 27/7, да, и у него ничего романтичного в жизни не было. Может быть, этот человек вообще уже смирился и думал, что так и буду бобылем, да, так и состарюсь в одиночестве. А тут вы, понимаете, и он прям, да, в рыбку превратился и стал фонтанировать эти любовные эмоции в вашу сторону. Ну, скорее всего, да, он как-то будет необычно на вас смотреть, он, опять же, комплименты, там будет расплываться в улыбке, там сразу такие яркие ухаживания пойдут. Нет, он человек не для всех, он человек вообще одиночка, по сути, да. Просто вот так все сойдется, что и вы прекрасная, и он вот со своей этой работы наконец-таки вышел, увидел белый свет, и в этом белом свету увидел вас, да, и просто залип на вас. Может, он всю жизнь искал женщину, похожую на вас, да, вот именно такую, как вы искал. А может, это судьба, да, может, это судьба, которая говорит, вот, пожалуйста, женщина тебе для жизни, тебе не нужно стариться в одиночестве, такая вот прекрасная вся из себя. То есть, знаете, как я вижу? Я вижу, что он к вам, значит, с сердцем и с душой, а вы такая раз и немножко отворачиваетесь. Ну, я так понимаю, что вы уже наученная опытом, да, не сильно склонны верить мужчинам. И, скорее всего, вы еще и, ну, скажем так, не в настроении будете, да, не в настроении. Может, вам больше нравятся какие-то интеллектуальные беседы. Может быть, вам другой типаж. Кстати, вот тоже важный момент. Может, другой типаж вам мужчины нравится. Может, вы любите блондинов, а этот мужчина жгучий брюнет. Либо наоборот, да. Вы любите брюнетов, а он прям рыжий. Да еще и с веснушками. Скажете, о боже, ну нет, прям совсем не мое. Вы любите худеньких, а он полненький. Либо наоборот, да. Вы любите, ну, упитанных мужчин, а этот прям дрыщ окажется. Но опять же, не судите по первому взгляду, да, по первому этому мнению, по первому дню, по первому общению, разговору. Да, не судите, иначе вы можете очень сильно ошибиться. А потом уже, знаете, как-то будет неудобненько. А может, и вообще, в принципе, откажете, а потом окажется, что это и была ваша судьба, а вы просто мимо прошли, приняли его за кого-то другого. Так, и еще про этого мужчину. У этого мужчины огромное количество то ли родственников, то ли друзей. Ну вот бывают такие, да, семьи, где много детей, где люди общаются, там дружат, да, все вот связь не теряют. Просто почему я говорю родственники? Потому что даже если это друзья, то и он своих друзей очень любит, и друзья его очень любят, да, вот прям как родственники. Вы когда об этом узнаете, вам даже немножко не по себе станет, да, вы скажете, да как такое может быть, да, как могут быть такие огромные семьи, либо как один человек может дружить с таким огромным количеством людей, да, вот что-то такое невероятное, да, с чем раньше вы не сталкивались. И даже, да, ваше представление о большой семье очень сильно уступает тому, что окажется вот у этого мужчины. У мужчины очень много получается контактов, знакомств. Причем, да, это могут быть, как я уже говорила, родственники, да, вот на разных уровнях эти люди. То есть буквально вот какую сферу ни возьми, у него там кто-то есть. Либо друг, либо родственник. То есть такой человечек, ходячая, что записная книжка, да. Вот какой вопрос не возник, он такой, ага, там у меня такой человек, тут у меня такой человек, сейчас порешаем. То есть, в принципе, с таким нетворкингом, да, человек может все он может. У него везде вот эти ниточки, он за них дергает, и у него все получается. Так, по поводу характера. Ну, я уже сказала, да, у человека золотое сердце. Но это сердце все в каких-то шрамах, да, шрамы на этом сердце. Я так понимаю, что у него то ли бурная молодость была, то ли какой-то вот бурный отрезок жизни был,
где он буквально учился на своих ошибках. Мужчина, непростые времена пережил, и такие, знаете, вот прям удары получил серьезные. Удары, которые сбивали с ног, но каждый раз он вставал и шел вперед, да, несмотря ни на что, улыбался судьбе. Судьба ему там гримасы строила, да, запугивала его, а он все равно вставал и улыбался. Человек, который вот прям все и всем доказал. Кто он такой, на что он способен. Да, он ничего не боится, у него нет никаких страхов, у него нет никаких лишних иллюзий. То есть он видит мир таким, какой он есть. Вот видел все, и взлеты, и падения, и доброту, и ярость. Да, он все это видел. И предательство, и благородство. Да, вот все это он видел, все это пережил. Да, есть шрамы у него на сердце. Вы знаете, вот мне кажется, что если вы с ним вместе будете, вы так много разных историй услышите. От одних историй вы будете хлопать в ладоши, да, восторгаться, удивляться. А от других историй вы будете прям кипеть и говорить, да как такое может быть, там, всех под суд, там, всех наказать. Да? И такое может быть очень интересный, глубокий, много-много всего повидал. У него даже какая-то особая философская концепция выработалась. Очень, кстати, интересная. Вам она точно понравится, она вас сначала удивит, шокирует, а потом очень понравится. Вы согласитесь, скажете, вот так глубоко я мир не чувствовал, либо под таким углом я мир не рассматривал. Мир, людей, как бы все это не рассматривала. Знаете, девушки, я так скажу. Мужчина, который идет к вам на порог, не просто он так идет, вот как хотите. Потому что здесь знаки судьбы показаны. И еще показано вот время, да, часовое выравнивание. Когда прошлое, настоящее и будущее в одном моменте вот выравнивается. Это явно что-то непростое. Это явно либо вы какой-то обряд проводили, либо вы на что-то загадывали. Может, вы говорили, вот, боженька, пошли мне мужчину адекватного. Так уже намаялась с дураками, да. Либо нет нормальных, хоть покажи, как нормальные выглядят. Может, вы проводили какие-то обряды, ритуалы, там, магические, либо просто какие-то шепотки. Может быть, где-то молились, свечу ставили. Может, на место силы ездили. Что-то было. И вот не зря эти все стрелки сошлись в одну точку. Да? Не зря произошло это выравнивание. Вот как будто бы вы этого мужчину себе призвали. И вот он появляется во всей красе. А вы такая, ой, какой-то странный, ой, хвостун, ой, какой-то не такой. Да? Вот у вас такая реакция пойдет. Но это аура негатива, которая рядом с вами, скорее всего, она в этой призме, вам в негативной призме покажет этого мужчину, чтобы, не дай бог, вы счастье свое не обрели. Вот честно, если вы разобьете эту призму и с мужчиной с этим будете, то у вас прекрасные отношения сложатся, даже больше, чем прекрасные. Никогда не пожалеете, наоборот, да, будете благодарить судьбу, что именно его встретили. Не хочу говорить про плохие сценарии, пусть плохих сценариев ни у кого не будет. Знаете, что мне еще нравится? Мне нравится, что этот мужчина, он сможет найти к вам подход, но только если вы дадите ему шанс. Он не будет лезть с голой грудью на амбразуру и там что-то вам прям с первого свидания, с первого знакомства доказывать. А вот где-то на втором, на третьем свидании он таки нащупает, да, вот что нужно вам, что нужно говорить, как нужно себя вести, вот сможет вам понравиться. И вы вот в какой-то один момент, как по щелчку пальцев, да, меняете свое отношение к нему. Вот как говорят, рассмотрела, да, я его рассмотрела. Но опять же, это не вы его рассмотрели, это он подберет ключ к вашему сердцу и сможет вас расположить к себе. Хороший человек, хороший. Так, еще, мои хорошие, я хочу добавить по поводу реакции вашего окружения. В вашем окружении как-то люди разделятся по поводу этого мужчины. Одни прям, буквально, да, там тают перед ним, говорят, боже, какой классный, какой он теплый, какой он добрый, какой он щедрый, там, замечательный. А другие прям, знаете, быком на него идут, рогами, да, хотят его забодать. Прям сразу такая грязь польется на этого мужчину. Особенно, вот знаете, польется грязь от других мужчин, там, знакомые, родственники мужчины. Видно, они чувствуют конкуренцию, да, видно, они понимают, что они как-то плохенько выглядят на фоне этого мужчины, и ему не могут простить, что он такой великодушный, умный,
у него связи, у него деньги, да, и они такие, да, тоже мне выскочка, да, какие-то такие вот вещи, и начинаю там придумывать всякое. Вот. А женщины, наоборот, прям будут говорить, какой он милый, какой он замечательный, как тебе повезло, да, что ты такого мужчинку себе нашла, да, познакомилась. Там не глупи, общайся, дай ему шанс. Какие-то такие разговоры будут. И еще я вижу, что этот мужчина, если вы разрешите, может самую сложную проблему вашу решить. Вот у вас есть какая-то проблема, то ли вы с ней сейчас как-то занимаетесь, работаете над ее решением, не все получается. Либо вы в принципе не беретесь за эту проблему, потому что понимаете, а что я сделаю? Да? Ну что я могу сделать? Я ни на что не влияю. Все, что могла, я уже сделала, ничего не получилось. И вы как-то стараетесь об этом не думать, но оно как бы над вами нависает. И если вы мужчине разрешите, то он очень быстро и очень качественно решит вашу проблему. Да так быстро, что вы даже, не знаю, там моргнуть не успеете. Вот скажете, да как такое может быть, да как ты этого добился? А я вам уже подсказку дала, да, потому что у него какие-то невероятные, обширные связи и знакомства. Ну, либо семейные, либо дружеские. То есть для него нет ничего невозможного. Просто он редко этим пользуется, в силу того, что, например, ему не надо, да. Ему это не надо, у него нет проблем. Но если кому-то надо, если он узнает, что у кого-то есть проблема, он всегда вмешивается и всегда помогает. Кстати, вот у него большой такой шлейф благодарности. Да? Очень много людей ему благодарны за то, что он появился в их жизни, за то, что он им помог. Я не вижу, как будут складываться ваши отношения, потому что мы просто загадали на мужчину на пороге. Да? Кто он такой, что из себя представляет. Но в целом, да, все еще и зависит от вас. Если вы этому мужчине прям категорически говорите «нет», да, вы говорите «ты мне не нравишься, я не хочу», то понятно, что он не будет за вами бегать и не будет оббивать ваш порог и умолять вас, там, дать ему возможность себя проявить. Нет, до такого мужчина не опустится. Но если вы дадите шанс, во-первых, вы поменяете свое мнение об этом мужчине, а дальше, я так понимаю, что будет много всего интересного, да, такого занимательного, необычного, романтичного, любовного. И, конечно же, как помощь. Мне идет еще и помощь от него. Говорю, он может все. Вот на него посмотришь и никогда не скажешь, что за мужчиной такая сила стоит, да, либо в его руках такая сила сконцентрирована. Скажешь, обычный мужчина, да. Но как только он начинает за что-то браться, он буквально там считанные часы, секунды достигает своего результата. Самого лучшего, кстати, результата. И это вас всегда будет очень сильно удивлять. И вы всегда будете поражаться и думать, как так-то? Все видела, такого еще не видела. Какой-то уникальный мужчина у вас на пороге. Девочки, не глупите. Не судите по первому мнению, да, и пусть у вас все будет хорошо. Искренне вам это желаю, всего сердца. Берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.